если взять на 4 главу, 39 текст. Шатхавала Пратегьянам. Известный текст, человек исполненный верой. 4.39. Обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретет его, к нему приходит высший покой. Вот очень важный момент, и с моей точки зрения это есть тот, кто серьезен, тот, кто пытливо ищет пути, как все-таки справиться со своими проблемами. И на этом пути я бы хотел, может быть, прокомментировать, что с одной стороны быть смиренным, значит ничего не знаю, с другой стороны пытливо искать и нести какую-то ответственность за это. Да? Иначе часто я вижу преданные, как я смиренный, я ничего не знаю, и у меня ничего не получается. И в этом есть такая кроткость, знаете? Поэтому я падший и пошел делать, что я могу. Да? А с одной стороны, здесь говорится пытливо искать, а с другой стороны, считать себя падшим, недостойным. Как примирить это противоречие? Simply by ourselves. Суть в том, что мы не можем сделать это сами. Without spiritual strength, it's impossible. Без духовной силы это невозможно. We just can't say, well, I'm fallen, and then not do anything. Мы не можем просто сесть и сказать, ну, я падший и ничего не делать. Yes, we're fallen. Да, мы падшие. Okay, here's a long path from the most sinful person all the way to Krishna. One path. Everyone follows my path in all respects. И можно притянуть такую ниточку от нас к Кришне, и как бы, ну, по этому пути мы все должны следовать. And we're all somewhere along that path. И мы все находимся где-то вот в какой-то точке этой ниточки, этого пути. There's a path that goes to Krishna. И есть путь определенный, который идет к Кришне. If we want Krishna, we have to follow it. Если мы хотим Кришне, мы должны идти по этому пути. That path is given to us by our acharyas. Этот путь дан нам ачарьями. Don't turn left here. Don't turn right. Go straight. Здесь налево не We надо do that поворачивать, здесь направо. to the extent that we can. И мы это делаем в той мере, в которой это нам под силу. In the beginning, our progress may be very slow. И наш прогресс может быть очень медленным. But we don't give up. Но мы не сдаемся. We don't say, oh, I'm fallen, I can't do it, and we stop. Мы не говорим, что ой, я падший, не могу с этим справиться, и останавливаемся. If you stop, how are you going to make progress? Если ты остановился, то как ты достигнешь прогресса? So yes, you continue. Да, мы должны продолжать. And as you go further and further towards Krishna, your progress becomes more and more quick. И когда вы приближаетесь к Кришне, то есть на этом пути, вы медленно идете, и чем ближе вы приближаетесь к Кришне, тем быстрее продвигаетесь. And we'll get to that point where we can see, yes, it is possible. И настанет момент, когда вы на этом пути достигнете определенной точки, когда вы поймете, осознаете, да, это возможно, это реальность. I can see that it's within my ability. Yes, I can do it. Да, я вижу, что это находится в пределах моих возможностей, я могу это сделать. And that not only that, but Krishna himself, he becomes more and more attractive to us. И на этом все не заканчивается. Кришна для нас становится все более и более привлекательным. And we naturally want to hear about him. И естественным образом мы хотим слушать о нем. We don't want to listen to that old music anymore. Мы больше не хотим слушать старую музыку, которую любили. Oh yeah, that's another thing I was doing. I was listening to the radio. Да, еще вот одну вещь я делала, я радио слушала. But you come to that point, no, I don't want to hear that anymore. Но вы приходите в какой-то отрезок, в какой-то момент времени, вы понимаете, значит, что я не хочу больше не хочу больше общаться с этими людьми. When you're feeling that, it's a feeling in your heart, you must follow that. И когда это чувство появится в вашем сердце, оно появится, вы должны следовать за этим чувством. Don't neglect that. That's Krishna in your heart. He's guiding you. И не игнорируйте это чувство. Это Кришна в вашем сердце пытается вести вас. And you follow it. The path back to Krishna is a long series of small steps in the right direction. И вы идете дальше по этому пути, который состоит из огромного количества, из серии таких остановок на этом пути, на пути следования Кришне. And the path to Maya is a series of small steps in the wrong direction. А путь к Майе — это
серия остановок тоже тоже вы, если следуете в маю, то это также представляет собой как серию остановок. So what are we doing? We're on the path. We go this way a little bit, then we go that way, then we go this way, then we go that way. И что мы делаем? Мы туда-сюда, одну остановку вперед, одну остановку назад, вот так вот болтаем. And then our progress will be zero. И прогресс составляет 0. So we always have that choice. У нас всегда есть выбор. Am I going to follow Krishna or not? Иду ли я по направлению Кришны или нет? Here's the way we actually get into deep Maya is we make these wrong choices without thinking about it. И путь глубоко в Майю означает, что мы делаем определенное количество выборов, не задумываясь о том вообще, что мы делаем. And then we come to that last one where if again we make that wrong choice, finished for this lifetime. И мы доходим до той точки, когда еще одно неправильное решение означает, что мы в этой жизни уже больше не продолжим наш путь духовного развития. Oh, it's impossible, I can't follow. И мы будем думать, невозможно, я не могу следовать. But it's because I didn't do this and this and this and this and this that led up to that point where I can't follow. Но это случилось не случайно, это потому, что мы не делали этого, и мы оказались в определенной ситуации, когда мы действительно не можем ничего сделать. I didn't control my association, I didn't control my mind, I didn't watch what I was reading, I didn't watch what I was listening to. All these little decisions, they have a cumulative effect. И мы не контролировали свои чувства, мы не контролировали свой ум, мы не контролировали то, с кем мы общались, мы не контролировали, что мы смотрели, что мы слушали, что мы видели. И в какой-то момент вот мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. So we have to make those little decisions in the right direction. И мы должны принимать правильные, небольшие решения в правильном направлении. And we'll see progress. И мы увидим прогресс. Small steps in the same direction will lead to progress. Небольшие шажки в правильном направлении приведут к успеху, к прогрессу. А можно сказать, что вот эти ступени на пути прогресса должен определять духовный учитель, потому что в противном случае это определяет наш ум. И наш ум всегда говорит, это не мой уровень. И таким образом мы на самом деле никуда не прогрессируем. Что мы должны доверять духовному учителю, то что он должен это определять. Или это не так? Is it true that we must trust our spiritual master who would determine for us what our next step, what we should do, and give us instructions? Should we be open for this and trust? I don't even understand where this question how it can even be asked. Я даже не могу представить, в каких обстоятельствах этот вопрос может быть задан. Why do we have a spiritual master? А зачем нам тогда духовный учитель? If we're not going to follow Yes, him. that's my, how to say, question to everybody, because when spiritual master suggests, you should do this, why you can't? It's not my level. That's the Hare main Krishna. problem. Yes, that's the main problem. It's my experience, I know that it is, No, you have to. Oh, she's going to translate. Но мой опыт говорит о том, что когда ученик приходит за советом и говорит, что делать, он говорит, ой, вы знаете, я вот, не могу это сделать, я падший, мне нет сил, вот, и что тогда должен делать духовный учитель? I have to admit, I've never heard anybody tell me that. Nobody has ever told me this. Я должен признаться, что я никогда до этого не слышал подобных вещей, мне никто никогда не говорил об этом. What's the meaning of having a spiritual master? Каково же тогда предназначение того, что у нас есть духовный учитель? Каков смысл этого? The whole idea of having a spiritual master is he's our guide to help us get to Krishna. Идея того, что у нас есть духовный учитель, что он является нашим гидом на пути к Кришне. And if we're not going to follow him, then what are you doing? Если мы не следуем наставлениям духовного учителя, тогда чем вообще занимаемся? Huh? And what would the spiritual master think about that? А что в своей связи думает об этом духовный учитель? What kind of useless disciple did I initiate? Что за, можно сказать, бесполезного ученика я инициировал?
this relationship with the spiritual master, it's not just something you take initiation and he's going to take you back to Godhead and you just like kick back and wait and he's going to like pull you back to Godhead. И отношения между духовным учителем и учеником не представляют собой, как просто выбрали духовного учителя, получили инициацию, расслабились, там просто откинулись, сказать, в кресле, а духовный учитель как бурлак тянет на нас. Oh, Gurudev, he took my karma. О, как здорово, Гурудев забрал мою карму, супер. But don't take the good karma, Gurudev. Ну, Let me keep that, пожалуйста, не okay? забирайте хорошую карму, ладно? Можно ее оставить. How does Gurudev take the karma? А каким образом Гурудев может взять на себя карму? He gives you instructions what to do. Посредством того, что он дает вам наставления, что вы должны делать. That's how he takes your karma. Таким образом он может вашу карму Then you нейтрализовать. know what to do, what not to do. Когда вы знаете, что вы можете делать, что вы должны делать, что не должны. Karma, vikarma, akarma. Карма, викарма и акарма. He shows you akarma. И духовный учитель показывает акарму. How to live without karma. Как жить, не зарабатывая карму. But you have to do it. Но вы обязаны делать то, что вам It's not говорят. that he does it for you. It's not that he's doing it for you. И это не происходит таким образом, что духовный учитель за вас все сделает. He's your guide. Он ваш гид, проводник. If you go up the Himalayas, you take these Sherpas, they guide you. Если вы хотите подняться в Гималайи, вам нужен проводник. Go up this path. И идти вот по определенному пути. And you say, no, I want to go that way and come along as my guide. И это не то, что вы говорите, я хочу вот этим путем идти, просто берете с собой проводника. And he's going to say, you're crazy. You're going to die if you go that way. А проводник вам говорит, да ты сумасшедший, если туда пойдешь, ты просто погибнешь. And that's what your spiritual master is telling you. И это то, что говорит вам духовный учитель. You do that and you're not going to get the result. Если ты будешь делать это, ты не достигнешь результата. So, how can we say no? Как мы можем сказать нет? Мы беседовали за обедом с Данешвара Прабhu. During lunch we talked to Daneshwara Prabhu. Huh? What? During lunch we had a conversation with Daneshwara Prabhu. И мы обсуждали такие темы, что иногда преданные по-своему понимают, сказанное в лекции, какие-то идеи. And we discussed the topic when devotees understand by their own opinion, by their own level, what was mentioned during the lecture. И Данешвара Прабhu спросил, окей, если тебя неправильно поняли, почему не переспросили? And Daneshwara Prabhu was like requiring or asking why, if you didn't understand something properly, why didn't you ask again? И вот у меня такой вопрос, почему, вот сейчас я знаю, что у многих есть непонимание, то, о чем Данешвара Прабhu говорит. У меня такой вопрос, а почему бы не спросить, почему мы все-таки не следуем указаниям духовного учителя? То есть мне хочется понять, почему преданные сидят, как бы все понимают. Но завтра все начнут действовать, как и действовали все предыдущие года. And I'd like to understand why everybody who is sitting in this room and other devotees who's listening to this conversation right now, they don't raise a question why we cannot follow our Guru's instructions, and we're sitting and thinking that, or it seems to be that we are understanding everything, but tomorrow's action will show that in reality we won't be able to follow our Guru's instructions. And why don't we ask questions why we cannot follow these instructions? Может быть, в данной ситуации Данешвара Прабhu поможет нам преодолеть вот те препятствия, которые мешают нам наконец-таки начать следовать наставлениям духовного учителя. Maybe Daneshwara Prabhu now can help us to overcome these obstacles that are on the path of following the instructions of our Gurus. И поэтому для этого надо задавать вопросы, надо открывать сердце, да, или как-то, или спросить, почему не можем открыть сердце, да? Но что-то надо делать. In this regard, we must do at least something, either open our heart and say that we cannot follow instructions, or even ask why we cannot follow instructions, or even ask why we cannot ask a question about why we cannot follow the instructions, etc.
But at least we should do something, some endeavor. Но мы должны какие-то усилия делать, иначе получается, да, что мы какие-то внутри зажаты, да, и мы просто знаем свой секрет, что у нас не получится. И мы в этом глубоко уверены. Наша вера в том, что у нас не получится. We must put lots of endeavors on this regard, but we don't have to keep the secret inside of us and somehow believe that somehow or another we can overcome by ourselves the problems. Well, it's not that we have to make a public confession either. Но это также не является правильным путем, чтобы мы делали публичные признания. 6 loving exchanges between devotees when inquiring confidentially and revealing one's mind in confidence. И необходима конфиденциальная обстановка для того, чтобы открыть свое сердце, свою, да, то есть любовные взаимоотношения с тем человеком, которому открываете сердце. If we don't have a senior advanced devotee that we can inquire from, we should find such a person. И если у нас нет старшего, преданного, которого мы принимаем, да, как наставника, принимаем от него наставления, то мы должны найти такого человека. And how do we know who that person is? И как мы узнаем, кто является таким подходящим человеком? When by hearing from them, it goes right to the core of our heart. Признаком является, что когда мы слушаем такого человека, его наставления, его слова проходят в самую глубь нашего сердца. We will be able to hear the truth. У нас появится возможность услышать правду, если мы слушаем этого человека. And we'll know, this person is telling me the truth. I want to hear this. И мы поймем, что этот человек говорит нам правду, и у нас будет возможность и способность услышать его. So that's the person that you take shiksha from. И от такого человека вы должны принять шикшу. I don't mean formal in a formal sense. I mean that you inquire confidentially, reveal your mind in confidence. Я не говорю о формальных отношениях с таким человеком, я говорю о том, что вы можете в конфиденциальной обстановке открыть ему сердце, да, рассказать о своих проблемах. But this other point that he raised is very, very important. И еще один момент был затронут, очень-очень важный. That in many cases, the devotees, they assume themselves to, in many cases, devotees will hear a class, they'll hear something that's contradictory to what they think to be true, and they do not ask a question. И порой преданные как бы находятся на таком уровне, что они слышат противоречивую информацию, и порой преданные слышат какую-то информацию, и эта информация, кажется, противоречит их представлениям. И они не переспрашивают, то есть они думают, нет, я не согласен с этим, нет, это не так. И не берут и не переспрашивают, не выясняют, потому что они неправильно понимают. So there's two possible reasons for that. Для такого поведения существует две причины. One is I'm afraid I'm wrong and I don't want to embarrass myself by revealing my position with that question. Я боюсь, что я не прав, и я не хочу оказаться в дураках, задавая этот вопрос и как бы выдавая себя таким образом, боюсь ошибиться. But this means that if I am wrong, then I'm going to stay in ignorance. Это означает, что если я не прав, я буду оставаться в невежестве. So either and the other one, I think I'm right and he's wrong, and I don't want to embarrass the speaker. А другая проблема, вернее, как бы другая ситуация может оказаться такой, что я оказался прав, но я не буду об этом говорить вслух, потому что я не хочу. Думаю, что я прав. Я думаю, что я не прав, и если я об этом. Иначе я буду беспокоить этого человека. Да, я не буду об этом говорить вслух, иначе я пристыжу человека, который сказал это. Is this familiar to anybody here? Кому-нибудь знакомо такие два типа поведения? Okay. Everybody. All right. So you have to change that. Мы должны изменить такое поведение. Please. Пожалуйста. Please. Пожалуйста. How, if we're going in the wrong direction and we don't ask somebody to help us get back in the right direction, what's going to happen to us? Если мы идем не в том направлении, мы не хотим никого спрашивать, да, как нам выйти на правильный путь, что с нами случится?
if I'm speaking and you think I'm wrong, please give me your mercy and tell me. Если я что-то говорю, и вам кажется, что я не прав, пожалуйста, я вас прошу, скажите мне об этом. Будьте милостивы. I'm doing my best as a servant of my Guru to repeat his instructions and what I've heard from Shastra. Я прикладываю все свои усилия с тем, чтобы служить своему духовному учителю и повторить в точности, что я узнала от него из Шастр. And sometimes I say things in the wrong way. Иногда я говорю вещи в неправильном ключе. And sometimes they may be translated in the wrong way, despite our servant's best efforts. А иногда они могут быть переведены в неправильном ключе, несмотря на все усилия переводчика. Communication. Let's talk about communication. Давайте поговорим о общении, взаимном общении. I've got a concept in my mind that gets translated into words that comes out of my mouth. У меня есть какая-то концепция, которая выходит из меня посредством слов, да, какую-то словесную форму обличается. It goes into her mind, gets translated into different words, comes out of her mouth. И эта словесная форма попадает уже в мой ум, да, то есть потом трансформируются уже слова, которые выходят из моего рта, то есть происходит несколько этапов It трансформации. goes into your ears and gets translated into your mind into a conception. Это входит в ваши уши, попадает в ваш ум, уже трансформируется в определенную концепцию. In the ideal world, whatever I'm thinking will be what you're thinking. But we're not in an ideal world. И идеальной ситуацией, идеальным миром было бы, когда то, что я сказал, в точности попало бы в вашу голову, и вы бы словили это на 100%. Even if we're speaking the same language. Даже если мы говорим на одном языке. Because we hear things, we interpret words differently. Потому что когда мы слушаем вещи, мы интерпретируем их по-разному. And this is why we have to discuss. И поэтому мы должны обязательно обсуждать. Did you ever have a conversation? Well, I thought you meant that. No, I meant that. Когда-нибудь у вас были такие разборки? Я же вот тебе сказал вот это, а я подумал, что мне имел в виду вот это. We've all had that У experience. нас у всех был такой опыт. So don't assume anything. Поэтому ничего не предполагайте. If there's something that you hear that is not what you think is correct, you must ask the question. Если вы слышите что-то, что по вашей точке зрения не является вполне корректным, вы обязаны задать вопрос. Пожалуйста. How do you say it? Anyway, very please. Please. Я очень-очень вас умоляю делать это. Я бы рассказал, да, но я расскажу вдохновляющий пример с Гуру Махараджем. I will tell an inspiring story with my Guru Maharaj. Я решил совершить одно очень греховное действие, и Гуру Махарадж всячески старался сделать так, чтобы я этого не делал. Давай мне кучу аргументов. I was determined to make a sinful activity, and my Guru Maharaj, given my lots of reasons and instructions, tried to stop me from doing this. И я мог промолчать и как бы сказать окей и сделать по-своему. In this situation, I could just listen to him, say nothing, and did what I wanted to do. Сделать из этого секрет. And then I would keep a secret. Но я сделал по-другому. But I did it in a different way. Я сказал Гуру Махараджу, я не могу поступить, как вы просите. I told to my Guru Maharaj that I wouldn't be able to do as you asked me to do. Но я глубоко верю, что вы правы. But deep in my heart, I believe that you are right. Не в уме, но чисто теоретически я понимаю, что, скорее всего, вы правы. Not in my mind, but theoretically, I understand that you are correct. Что мне делать? Я все равно сделаю, как я хочу. What should I do? In any case, I will do what I want to do. И тогда он мне сказал,
окей, делай как ты хочешь. Я благословляю тебя на то, что это знание проявится позже. Случится так, так, так. Потом будет так, так, так. Иди делай, как ты хочешь. Okay, in this situation, I bless you, and you can go and do what you want. And Позже. and later on, I say that you will get this and this and this result. On certain points, you will get this and this and this. And I'm blessing you to receive this knowledge later on in the future. Я поступил, как я хочу. И ровно через 10 лет начало случаться все, что он говорит. I did what I wanted to do, and in 10 years, everything my guru predicted happened. И это спасло меня, я смог выдержать это испытание, потому что я увидел это благословение. And it saved me because I saw my guru's blessing when I was struggling from these problems that came on my path. И это позволило мне выдержать, и просто вот выжить в этой ситуации, потому что за ними пришли следующие последствия тех действий, и все это было предсказано гуру. Я увидел в этом огромную милость. Хотя я не смог следовать наставлениям, но я открыл сердце и не стал как бы делать из этого секрета. And by opening my heart and by not keeping a secret that I wouldn't be able to do that, and by telling this to my guru, I received this blessing that helped me to overcome this very, very difficult circumstances that I put myself on, and that everything was predicted by my guru, and actually saved me, it helped me to overcome this. И получилось, что даже если мы не следуем наставлению гуру, но мы искренне, мы в будущем получаем положительные плоды от этого. Это удивительно. And even if we are not able to follow our guru's instructions, but we are very sincerely open our heart to guru, in the future our experience will be positive. Anyway, like even if we break these instructions, but we are very sincere to guru, we'll get positive. This is a nice point. Да, это очень хорошая заметка. Because earlier we were making the point that Guru gives you instruction and you don't follow. До этого мы говорили, что гуру дает вам наставление, вы им не следуете. It may be the case that you cannot follow. Но может быть такой случай, что вы не в силах выполнить эти And I think наставления. that's what you were saying. И это как раз вот тот случай, о котором я не That despite our intelligence, our understanding, still, as Arjuna says, why am I forced to commit sinful activity? И да, бывают такие ситуации, что несмотря на весь наш разум, на весь наш интеллект, да, понимание ситуации, знания, мы не можем чему-то следовать, как Арджуна признается, что он тоже не может следовать, несмотря на... Что за сила заставляет? Он спрашивает Кришну, что за сила заставляет меня не следовать наставлению. Choosing not to follow and being forced not to follow by our conditioned nature are two different things. Не следовать наставлениям, либо быть помещенным в такие обстоятельства, которые заставляют нас не следовать этим наставлениям, это две разные вещи. То есть мы можем либо осознательно выбрать не следовать, либо мы, силы обстоятельств не можем следовать. Это две разные вещи. So this is what I was referring to toward the beginning. I was saying that we will not be able to follow perfectly. We don't have the spiritual strength. Even though we want to, we can't. И возвращаясь к началу нашего разговора, я говорил, что даже если мы очень хотим, мы не сможем следовать в идеале предписанному пути. But it's not that we Потому stop что trying. у нас нет достаточно духовных сил. Но это не означает, что мы не прекращаем попыток делать это. Now, most things can be dovetailed in Krishna's service. Множество вещей можно сделать как служение Кришне. Most of those anarthas, most of those attachments, we can dovetail in Krishna's service. И множество анарх, и множество чего еще? Attachments. И множество привязанностей мы можем сделать одухотворить преданным служением, да. So, we should do that. И мы должны делать это. Sex life, not contrary to religious principles, is non-different than Krishna.
Сексуальная жизнь, которая не противоречит религиозным принципам, она не отлична от Кришны. So, you can do that. То есть, как бы у нас может быть сексуальная жизнь. It means no contraception. Это означает, что она должна быть без предохраняющих средств. And with as pure consciousness as possible. И мы должны делать это с максимально очищенным сознанием. In time, this inclination, this desire is reduced. И в определенное время эта склонность, она уменьшится, тяга к сексуальной жизни. So, even if you can't, you still have desire to try. Даже если вы не можете, вы все еще можете развить желание попробовать. And don't give up. И не сдавайтесь, то есть не можете, просто хотя бы желайте этого делать. И нужно продолжать Keep trying. пытаться. But don't fall down whimsically. Но не падайте бесчувственно, без всяких попыток подняться. Okay, let's have some questions. Хорошо, давайте к вопросам перейдем. I thought all the hands would go up. Я думала, что сейчас будут все руки. То, что не нравится, мы это долго делать не можем. When we do something that is against our nature, we can't do it for a long period of time. А когда мы делаем то, что нам нравится, мы начинаем наслаждаться, вместо того, чтобы наслаждать Кришну. But when we do something which is in accordance with our nature, we start to enjoy it ourselves. So what to do? There's in Manu Samhita, Ману Самхите. Manu tells us about prescribed duties. Ману рассказывает нам о предписанных обязанностях. In the Vedic culture, there's prescribed duties for every varna in ashram. They have particular duties. И в нашем дхарме есть предписанные обязанности для каждой варны, для каждого ашрама. There's regular duties and then there's emergency duties. Есть обязанности регулярные и те, которые случаются в случае какого-то такого события. Emergency means not ordinary times. И вот эти события, это означает то, что мы делаем не в нашей повседневной жизни. If there's a flood, if there's a fire, if there's something unusual. Если, например, потоп или пожар, что-то необычное происходит. So we can do during emergencies, you can do anything. И во время вот этих стихийных бедствий мы можем заниматься всем, чем угодно. Everybody can take the occupations of the other varnas except for Kshatriyas. И мы можем выполнять обязанности любой варны, но только не кшатрия. So a Brahmin, he can do the business of a Vaishya, he can do the business of a Kshatriya, a Vaishya can do the business of a Brahmin even, or a Shudra. И брамана может выполнять обязанности вайши, обязанности кшатри. Вайши может выполнять обязанности брамана, даже если он шудра. But those are emergencies. They're not. And when the emergency is over, you stop doing those things. Но это может происходить только во время чрезвычайных ситуаций. Но когда она заканчивается, все должно вернуться на свои места. Because they're contrary to our nature. Потому что это противоречит нашей природе. Is that somebody's phone? Это чей-то телефон? So, now, in our temples sometimes we often have emergencies. И в наших храмах очень часто происходят такие чрезвычайные ситуации. One devotee put a sign on his door that said, "Lack of proper planning on your part does not constitute an emergency on my part." Один преданный повесил такую табличку на своей двери, что недостаток планирования с твоей стороны не означает, что это повлечет, что я должен быть в это вовлечен, что это создает какую-то чрезвычайную ситуацию для меня. And then many times we're given we're preached to by the authorities, surrender, Prabhu. И очень часто нам проповедуют, что мы должны
такое вот имя у нас должно быть, что предавшийся праву, то есть ну, мы заставляем предаваться других, и нас заставляют предаваться. You know about surrender. Krishna told Arjuna to surrender. We have to surrender. Ну, вы же знаете, да, Кришна сказал Арджуне, предайся, мы все должны предаться. But Krishna told Arjuna to surrender to his own nature. Но Кришна сказал Арджуне предаться в соответствии со своей природой. Arjuna was trying to follow another dharma by renunciation. Krishna said, no, you follow your nature. Арджуна пытался предаться, уйдя в отречение и не следуя своей дharме, но Кришна сказал ему следовать своему предназначению, своей природе. In any case, we can only do emergency things for so long, and then we stop. Ну, в любом случае, мы можем делать какие-то, в чрезвычайных ситуациях, какие-то можем делать вещи, которые нам не свойственны, но потом мы все равно останавливаемся. And Prabhupada instructed his leaders that the art of management is to engage devotees as much as possible according to their nature and with fresh challenges keep them enthused in devotional service. И Шрила Прабхупада говорил лидерам о том, что очень искусство менеджмента состоит в том, чтобы задействовать преданных в соответствии со своей природой, с их природой. So, there's practical matters also. И, конечно же, есть практические моменты. Eating has to go on. Мы должны есть, это не может закончиться. Therefore, cleaning has to go on. И уборка должна происходить всегда. If we have to go in the kitchen and clean, we can't say, oh, it's not my nature. It's my nature to eat, but it's not my nature to clean the pots, right? Если мы идем на кухню, там служим, и мы не можем просто зайти и сказать, что моя природа только есть, а вот убираться не моя природа. And this is a dirty world. It has to be cleaned. Everybody has to clean. Этот мир, он как бы грязен, и нужно всегда убираться, все должны быть чистыми. We have to wash our clothes. Мы должны стирать свою одежду. So some things we do, even if it's not our nature, but simply because they have to be done. И что-то мы делаем, ну, потому что это должно быть сделано, не потому что это наша природа. At the same time, we need to have engagement that's according to our nature. В то же самое время мы должны участвовать в какой-то деятельности, которая соответствует нашей природе. And if we feel, now, we can't be Pollyannas about that either. You know Pollyanna? We can't be, what's it translated? We can't be living in a fantasy world. И мы не можем жить в выдуманном мире. I came from another country. Before coming here, there was a community of devotees, a village community of devotees, kind of like this. Я сюда приехала с другой стороны, и там была похожая община преданных. It was a smaller number, and they were all. It was a more close community. Численность их поменьше, у них поэтому более близкие отношения. And because there was only a small number of devotees, 5 or 6, everybody has to pitch in, otherwise things don't get done, and somebody works too hard. И потому что их всего 5 или 6 человек, они должны очень тесно сотрудничать, и там невозможно кому-то вот чего-то не делать, им приходится вот, ну, очень. So one of the devotees, they wanted to make websites and videos all the time, and they said, that's all I'm doing. Один преданный, он хотел заниматься сайтом и просто выкладывать какие-то видео, он сказал, ну, это то, чем бы я хотел заниматься, и больше ничего не хочу. Well, naturally, the other devotees were thinking, well, maybe you could wash a pot now and again, or sweep the floor. А другие преданные, ну, естественно, думали, ну, может, он хотя бы там пол подметет, что-то помоет, или кастрюлю помоет. If we're going to stay in a community of others, even if it's a community of 2 in our marriage. Если мы хотим оставаться в общине, которое состоит всего там из нескольких пар, то мы должны уметь кооперировать наши усилия, сотрудничать. At the same time, we should try to find activity according to our nature. В то же самое время мы должны найти деятельность, которой мы могли заниматься в соответствии с нашей природой. But this is a big challenge. Но это представляет собой большую сложность. How many of you know what you like to do? Как много из вас знает, чем бы вы хотели заниматься?
Yeah. The big challenge is we don't even know what our nature is. И большая сложность в том, что мы даже не представляем, какова наша природа. This is called Nirvishesha Shunyavadi, right? Называется нирвишеша. We say, Prabhupada, you've saved us from this voidism and impersonalism. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharni, Nirvishesha Shunyavadi, Pasitya Desatarni. Да, мы благодарим Прабхупаду, говорим, что он нас спас из этого мира имперсонализма, пустоты. We come from such an impersonal world, we don't even know what our nature is, what we like. Мы пришли из такого мира имперсоналистов, что мы даже и понятия не имеем, кто мы, какова наша природа. So this should be one of this should be a duty for every one of us to find out who we are. И для каждого из нас это должно стать обязанностью выяснить, кто мы на самом деле, какова наша природа. And we do that by trying different things. И мы можем выяснить это, пытаясь сделать, то есть пытаясь совершать определенную деятельность, мы должны это выяснить. The problem is we're Varna Sankara, we're all mixed up, we're the Varnas, we're not pure Varnas. И проблема в том, что мы находимся не в чистой варне, варна самскара, да? То, что мы не можем определить даже какую варню мы относимся. So maybe we have a tendency for Brahminical things, for Sudra things, and Vaishya things. Может быть, у нас есть склонности к браманической деятельности, к деятельности вайши и шудра одновременно. Well, who am I? Кто же Am я? I Sudra? Am I a Brahmana? Кто же я, шудра или браман? So, like this, it's challenging. Да, это так вот выглядит This ситуация, это сложно. is why we see there's so many books in the store. How to find your perfect occupation. Поэтому мы видим такое большое количество книг в магазинах, как понять, какова для вас идеальная деятельность. 80% of the people, they don't like the work that they do. 80% людей не нравится деятельность, которой они So занимаются. we have to know ourselves. Поэтому мы должны узнать, кто мы есть, что мы себе представляем. Ideally, we should have the freedom to explore that. И в идеале мы должны иметь возможность развить эту природу. So, to come back closer to answering your question, Возвращаясь к твоему вопросу. we have to find the means within the circumstances that we're in. И мы должны выход найти из тех обстоятельств, в которых мы сейчас оказались. То есть, Say it's a man, he doesn't like his job, so he in his spare time, he cultivates, he tries to do something else. например, мужчина, у него есть работа, она ему не нравится. В свободное время он может заниматься и культивировать то, что ему нравится. If it's an ashram situation, like you're explaining, then you have to talk with the authorities of the ashram. И если вы говорите о этих, об обязанностях в ашраме, то вы должны поговорить с теми, кто находится в управлении ашрама, и обсудить с ним это. And we know from our heart, И в глубине своего сердца мы знаем, if we're unhappy, that means we're not doing the right thing. что если мы несчастны, значит мы занимаемся тем, чем мы не должны And if заниматься. we don't change, if we don't do something different, we'll get disease. Если мы не поменяем ситуацию и не займемся тем, что нам нравится, то мы заболеем. We can't keep ourselves, we can't deny our own nature, our own self, and stay healthy. It's a disease condition. Мы не можем отрицать, игнорировать нашу природу, иначе мы не сможем избежать болезни. Okay? Clarification. Да, вот я просто хотела уточнить, как, если мы находим этот баланс в выполнении своих обязанностей и реализуя свою природу в преданном служении, как приходит любовь к Богу, то есть как это происходит? She's so good. Your daughter is such a good girl. Don't tell. Once you mentioned. So I will just clear up one thing. Once we find this balance on fulfilling our duties and at the same time involve our nature and do some activities in accordance with our nature, how we obtain love to Krishna. Does it happen automatically, or how does it happen? Well, love from Krishna comes from our sadhana.
Любовь к Богу приходит посредством нашей садханы. Not entirely. Не совсем так. Krishna says in Bhagavad Gita that by doing one's own work, one can achieve perfection. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что выполняя свои обязанности, мы можем достичь совершенства. So Krishna's in the heart. Кришна в нашем He's сердце. giving us instruction what to do. Он дает нам наставление, что делать. We have to connect whatever we're doing with Krishna. Мы должны связывать все, что мы делаем с Кришной. We do what we do to please Krishna. Мы делаем то, что мы делаем, чтобы удовлетворить Кришну. In Vaikuntha, it's not a dirty place, but the damsels, in Dwarka, it's not dirty, but the damsels, they're cleaning the walls of the palaces to please Krishna. И в Двараке вы не найдете грязи, но при этом там слуги, они моют стены замков, чтобы выполнять свои обязанности. So we have to learn. Чтобы удовлетворить Кришну. We have to learn that art. Whatever we're doing, let me do this nicely to please Krishna. И мы должны развить себе такое искусство, чтобы мы не делали, мы должны это делать с тем, чтобы удовлетворить Кришну хорошо. Sweeping the floor, washing a pot, Подметаем пол, моем кастрюли, singing, performing, поем. whatever our service is, we have to think, let me do this nicely to please Krishna. Каково бы ни было наше служение, мы должны делать его в настроении, сделать это хорошо для Кришны. This is the consciousness of the devotees in the spiritual world. Это таково сознание преданных в духовном мире. We want to go there, we have to develop that consciousness. Если мы хотим туда попасть, мы должны развить такое сознание. Now, one other thing that's important to know, even you find your ideal situation and it's working great, И одна вещь, которую очень важно знать, даже если вы находите идеальную ситуацию, которая для вас работает, it's probably not going to last. у вас, скорее всего, она не продлится долго. Because we're growing. Потому что мы растем. And as we grow, then we have to do something different. И с нашим ростом мы должны заниматься чем-то еще. So we'll be very happy for some time, and then we start to feel dissatisfaction, and we wonder what happened. И мы будем чувствовать удовлетворение и определенное умиротворение в течение какого-то времени. Потом наступит момент, когда мы почувствуем удовлетворение, и мы задаем вопрос, что случилось. This dissatisfaction is meant to push us closer to Krishna. А вот эта вот неудовлетворенность внутри нас, она предназначена для того, чтобы подталкивать нас к Кришне. And if you want to read a wonderful story about this, you read Brihad Bhagavatamrita. И если вы хотите прочитать прекрасную историю в этой связи, то вам нужно читать Брихад Бхагаватамрита. The story of Gopal Kumar, who's doing so much nice devotional service, but after some time, his heart's not in it anymore. История про Гопу Кумара, который совершал такое прекрасное служение, но в какой-то момент его сердце перестало откликаться на это. And that pushes him on closer and closer to finally he comes to Krishna in Goloka Vrindavan. И он как бы в своем уме он подталкивал себя, и так или иначе он пришел к Кришне на Галока Вриндаване. So understand how that process works. Вы должны понять, как этот процесс работает. And when there's dissatisfaction, this means we have to act. И когда вы чувствуете это неудовлетворение внутри себя, это означает, что настало время действовать. You feel your hand on the stove, it's burning, this means move my hand. И если вы положили руку на стол или на какой-то предмет, и вы чувствуете, что он горячий, то вы должны отдернуть его. So if my heart's burning, I also have to act. И если мое сердце горит, я также должен действовать. Okay? Спасибо. It's getting late. Уже поздно. I'd love to stay and talk with you for another 6 months. Я бы хотела остаться здесь и разговаривать, общаться с вами еще 6 месяцев. Джай. But unfortunately, I have a plane to catch tomorrow morning. Но, к сожалению, мне нужно успеть на самолет завтра утром. Ранний очень самолет. Вау. Anyway, it was very wonderful to have your association again. Еще раз хочу вас поблагодарить за приятное общение, за очень хорошее So, общение. please remember that Krishna's devotees are very special people. Пожалуйста, помните, что преданные Кришны — это очень особенные люди. So please serve each other with love. Пожалуйста, служите друг другу с любовью. Take care of each other, serve each other. Заботьтесь друг о друге и служите друг другу. And help each other come closer to Krishna. И помогайте друг другу приблизиться к Кришне. Srila Prabhupada ki. Джай.